Якутия в мире. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня наш эфир посвящен 50-летию факультета иностранных языков и Института зарубежной филологии и регионоведения, который является правопреемником ФИЯ. У нас сегодня в гостях Ольга Алексеевна Мельничук, директор института, доктор филологических наук, Людмила Сафроновна Заморщикова, декан факультета иностранных языков 1994-2004 годов, Софья Владимировна Холмогорова, старший преподаватель кафедры перевода, и Евгения Тимофеева, студентка 4-го курса кафедры восточных языков и страноведения. Добрый день, дорогие гости. Добрый день. Давайте начнем, наверное, с истории факультета, института. Ольга Алексеевна. История создания факультета иностранных языков, наверное, началась даже более чем 50 лет тому назад. Она началась с мечты очень мужественного человека Аполлония Иннокентьевича Семенова. Почему я говорю, что мужественный? Потому что за свою любовь к иностранным языкам, за то, что он стал учить японский язык, он был репрессирован. И несмотря на это, все-таки он не испугался, и он лелеял очень долго мечту создать учебное заведение, где бы молодежь Якутии изучала иностранные языки. И ему это удалось сделать в 1969 году. 1 октября 1969 года был открыт факультет иностранных языков. Он очень успешно работал, и в 2010 году, когда на базе Якутского госуниверситета создался Северо-Восточный федеральный университет, там тоже произошел ряд преобразований, и факультет иностранных языков был преобразован в Институт зарубежной филологии и регионоведения. Поэтому мы считаемся преемником ФИЯ, потому что на базе факультета иностранных языков, с кадрами факультета иностранных языков, и, собственно говоря, с теми же студентами. А скажите, какие специалистов сейчас готовит институт? Сейчас у нас 5 направлений. Это филология, она с 1969 года у нас филология. Уже позднее открылась лингвистика, открылось направление регионоведения. Совсем недавно, года 3 тому назад, открылось направление педагогика, и у нас есть магистратура по направлению туризм. За все эти годы наверняка было очень много выпускников. Так сколько же их было? Да, мы подсчитали. Первый выпуск у нас был в 1970 году, и за 49 лет мы выпустили 4652 специалиста, выпускника. Наверняка многие из них работают по специальности, так ли это? Что такое специальность, да? Что такое направление филологии? Везде, где есть общение, это работа филолога. То есть это не обязательно в школе. В школе, да, тоже общение. То есть преподаватель – это один из видов деятельности. Наших выпускников много в средствах массовой информации, на телевидении, на радио, в газетах. Наши выпускники, их очень охотно берут менеджерами по работе с клиентами, потому что там тоже общение, да, то есть там надо уметь выстраивать стратегии, да, убеждать и так далее. И там, где работа с текстом, да, то есть где есть письменные тексты, перевод и так далее, это все филолог. Поэтому просто существует такое мнение почему-то, что филологи должны идти только в школу. На самом деле филология – это очень широкий круг занятий. Филология дает фундаментальную подготовку, человек может работать где угодно. Исходя из этого, наши выпускники работают по специальности. Конечно, международные связи. В чем наше, может быть, преимущество в том, что мы изучаем иностранные языки, и наши выпускники могут работать в сфере международных отношений, специалистами международных связей и так далее. С каждым годом у студентов все больше и больше возможностей, да, и какие же возможности есть у студентов сейчас? Исходя из того, где мы проходим практику, естественно, в школах. Плюс еще у нас студенты проходят практику в управлении международных связей при СВФУ. То есть занимаются... Я, собственно, там тоже проходила практику сама. Решали вопросы, связанные с иностранными студентами. То есть если у них какие-то проблемы возникали, мы помогали им их разрешать. Занимались организацией Северного форума по устойчивому развитию в этом году. Проходил в сентябре. Также недавно тоже проходил Дни Германии по германской культуре. Там были мероприятия, связанные с кино Германии, с германской кухней и так далее. На Северном форуме тоже, получается, приглашали иностранных профессоров с других университетов, которые сотрудничают с СФУ, университетами-партнерами, да, и тоже помогали им в качестве переводчиков, в качестве вообще организаторов самого мероприятия по разным секциям. Также практику у нас однокурсники проходили в министерствах внешних связей, РСЯ. У меня одногруппницы тоже проходили ВСК, то есть менеджерами тоже по общению с клиентами. Они помогали также с иностранными клиентами, просто с клиентами, оформляли договоры и
прочая работа такая. Ну и стажировки. Да, стажировки. Тоже у нас большая возможность, самое, наверное, тоже преимущество, то, что можно поехать на стажировку в другую страну. Вот я сама изучаю китайский язык. Я сама в Китае ездила 2 раза от университета. После первого курса я выиграла грант на месяц в Харбинский политехнический университет. Это один из ведущих университетов Китая. Вообще входит в 10 самых лучших университетов Китая. То есть это была летняя школа. Там мы изучали, проходили вообще занятия по китайскому языку и в основном по международному общению, по бизнесу направлению, как это бизнес проходит в Китае, как бизнес проходит в мире вообще, в международных компаниях. У нас были семинары по бизнесу также. И второй раз я ездила уже тоже от университета по конкурсу на 3-м курсе, то есть это весной, на весенний семестр, на 4 месяца. Там мы тоже просто изучали китайский язык с китайскими преподавателями. У нас разные мероприятия также были, в другие города ездили выступать. Например, вот было мероприятие по русским танцам. Там был международный фестиваль русско-китайских отношений. Проходил в городе Цицикар. И вот меня тоже в группу взяли, получается, Харбинского университета науки и технологий, которая на стажировке была по-китайски Хали Гунтасю. И у нас организовали группу, где мы подготовили танец и выступали также в Цицикаре уже. С этим танцем представляли университет. Также, возможность тоже на магистратуру поступить, получается, в другие страны. Я вот тоже сейчас подаю на магистратуру в Китай. Надеюсь, пройду конкурс. То есть от университета я уже прошла, осталось только в Китае пройти конкурс, когда они там выбирают. Есть ли программа двойного дипломирования? Сейчас стабильно работает программа двойного дипломирования с Дзямским университетом Китай. Сначала это была программа просто преподавателя китайского языка, то есть и Дзямуса, и мы выдавали диплом преподавателя китайского языка. Потом мы решили, что для абитуриентов это не очень привлекательно, зачем им 2 диплома одинаковых. И сейчас мы сделали программу, называется «Лингвистическое обеспечение международной логистики». И мы построили программу так, она 5-летняя, что за 4 года студент получает у нас диплом переводчика, он бакалавр лингвистики, но он на самом деле переводчик в сфере международной логистики. Потом он едет на год в Китай. До этого он тоже 2 года учится в Китае за время этих 4 лет. Но когда он получает наш диплом, он потом уезжает в Китай на 1 год, и там он уже получает экономический диплом логиста. Вот такая вот программа. Вот еще есть программа не двойного дипломирования, а программа, которая позволяет получить одновременно 2 диплома разных вузов. Наш СВФУ диплом и диплом Европейского университета. Например, в магистратуре по туризму, вообще называется «Туризм, культурное наследие и окружающая среда», студенты, магистранты имеют возможность, обучаясь у нас в СВФУ при ИСФИРе, еще обучиться в университетах Европы. Например, есть опыт, когда 5 студентов получили одновременно диплом наш и диплом университета Версаль Сен-Кантен-Ан-Эвлин. И этот диплом, он был по арктическим исследованиям. И вот эти студенты, они все остались работать в Европе, они имеют очень хорошее сочетание диплома российского, Северо-Восточного университета и Европейского университета. Поэтому это тоже плюс, большой бонус, который могут получить студенты в современных условиях, когда есть часть образовательных технологий, конечно, идет навстречу им, чтобы преподавать дистанционно какие-то предметы. Можете рассказать о международном сотрудничестве самого института? Международное сотрудничество у нас является частью подготовки кадров и вообще частью нашей профессиональной активности, профессиональной работы. И все годы, что мы есть, почти 50 лет, за вычетом, может быть, самых таких, даже самый советский период, самый такой закрытый, так называемый застойный период, хотя, конечно, это спорный вопрос, у нас всегда были возможности и общения, и коммуникации, не только культурной, но и деловой. Например, в 90-х годах у нас была реализована очень интересная конная экспедиция, этнографическая экспедиция со студентами французских университетов. И, кстати, эта тема этой экспедиции, она во многом определила наши какие-то дальнейшие научные интересы, и мы, как филологи, как люди, которые имеют фундаментальное гуманитарное образование, мы не стали смыкаться на каких-то чисто языковых проблемах, мы вышли в целом на проблему гуманитарного образования и гуманитарных исследований. Потом один из самых больших грантов, который у нас появился буквально сразу после перестройки, это был огромный по тем временам и по нынешним временам, это очень такой крупный грант на $1,5 миллиона на обучение новым технологиям преподавателей нашего тогда еще факультета. Мы работали с 4 европейскими университетами, с тремя, 4 это мы, партнеры равноправные при том. Это французский университет в Страсбурге, это немецкий университет в городе Бонн, и университет города Халл, Великобритания. И это в 94-м мы начали, мы закончили в 98-м. Это позволило не только полностью модернизировать технологии в образовательной деятельности, но и получить очень современную материально-техническую базу.
Там, кстати, не только преподаватели готовились, мы и студентов очень много на стажировке. Да. На 6-месячные стажировки они уезжали в страны изучаемого языка. Конечно, в 90-х годах для студентов это было просто настолько открылись горизонты для наших студентов, но и для преподавателей. Вот грант, который позволил, конечно, в будущем все это правильно понять, оценить и сделать новый рывок. Действительно, рывок был, да. Такие большие внешние связи, да, крупные внешние связи университета сподвигают к тому, что большинство, наверное, студентов, даже не большинство, но многие студентов уезжают по стажировке либо после окончания университета, да, и остаются в тех странах, в которые они уехали. Какие плюсы и минусы вы видите в этом? В том, что ваши выпускники, они живут и работают уже за это пределами. всегда плюс, потому что это выбор. Это выбор студента, это больше свобода. А в последнее время как-то все-таки студенты получают интересный опыт. И иногда бывает так, что мы с ними начинаем уже работать на новом витке. Если они там состоялись как профессионалы, как правило, они с нами всегда в коммуникации. Мы с ними и работаем, и сотрудничаем. И бывает так, что мы с ними работаем и в плане подготовки кадров. Поэтому это очень полезный опыт. Я считаю, что здесь больше плюсов, нежели минусов. Я потом считаю, что это, в общем-то, показатель качества нашего обучения. Если наш выпускник востребован там, его приглашают на работу, его оставляют, и они, как правило, там очень хорошо работают, то это показатель того, что мы на высоком уровне преподаем. Я хотела бы добавить, если о тех наших выпускниках, которые сейчас живут за границей, многие из них, они продолжают поддерживать с нами связи, и на самом деле очень многие культурные, в частности, события происходят благодаря связям наших выпускников. Если вы все помните, наверное, несколько лет назад, по-моему, пару лет назад было такое интереснейшее событие, когда была представлена утерянная некогда композиция СЭХ, и была выставка «Путешествие длиной в век» в Национальном художественном музее. Из мамонтовой кости. Да, из мамонтовой кости композиция, которую мы никогда не видели, и вообще даже мало кто знал о ее существовании, а на самом деле наши жители города и республики, они получили возможность увидеть ее благодаря Татьяне Аргуновой-Лоу. Это тоже выпускница нашего факультета конца 80-х годов, которая сейчас живет в Шотландии и которая сделала такой огромный проект, который назывался «История через предметы материальной культуры». Этот проект, по-моему, до сих пор продолжается. Уже выделены средства для того, чтобы уже вторую часть композиции, сделать. Хорошо, да. Можете еще назвать выпускников, которыми вы гордитесь? Их очень много, да. Наверное, надо начать с большой армии школьных учителей. Их много, они работают завучами, директорами, они работают учителями иностранных языков. И большое спасибо тем, кто не изменил свои профессии и как начал там работать, так и до сих пор работает. Затем, их не так много, но поэтому я их, наверное, перечислю. Это те выпускники, которые сделали карьеру на дипломатическом поприще. Это, конечно, Артамонов Виталий Петрович, который был первым министром внешних связей. Я думаю, что он создал это министерство, да? Это Мигалкин Александр Васильевич, он, по-моему, был вторым министром после Виталия Петровича. И Виталий Петрович, и Александр Васильевич, они, конечно, в свой штат брали выпускников ФИЯ. Первыми специалистами министерства в основном были наши выпускники. И Николай Васильевич Дьяконов, который стал профессиональным работником МИДа, он в представительстве МИД РСЯ работает. Это Вера Ивановна Сидорова и выпускница наша Ипарникова, Мария Николаевна, да, которые тоже стали профессиональными дипломатами. А я бы еще, может быть, сказала бы и про Андрея Валерьевича Геласимова. Да? Андрей Валерьевич Геласимов, наверное, всем известен как писатель. Он наш студент, он наш выпускник, и он некоторое время работал преподавателем у нас, и его очень любили студенты, а потом он уехал в Москву и стал известным писателем. Мы тоже им гордимся. Если говорить о роли факультета и института и в формировании имиджа республики, и на самом деле и вообще в развитии республики, то, конечно, здесь нельзя не упомянуть переводчиков, потому что переводчики – это, естественно, люди, которые обеспечивают эту коммуникацию. Да? Это начиналось еще давно, еще в 70-е годы. Валентина Сергеевна Мухина, которая была преподавателем, нашим старейшим и очень уважаемым преподавателем факультета,
она вот, может быть, совершенно неожиданно для себя открыла себя в роли технического переводчика, и благодаря ей осуществлялись первые поставки японской техники на Нерюнгринский угольный разрез, да, и эту традицию потом подхватили и другие, и поэтому, на самом деле, наверное, ни одно значимое, ни научное, ни государственное, культурное, спортивное мероприятие, оно не обходится, да, не обходилось никогда без сначала преподавателей нашего факультета, да, а сейчас уже выпускников нашего факультета, и тем более, что в 93-м году у нас открылась именно кафедра перевода, которая специально готовила переводчиков, и наши выпускники это, то есть все ведущие синхронисты, и устные переводчики, и письменные переводчики, которые сейчас работают в республике, это выпускники нашей кафедры. Кроме того, выпускники нашей кафедры, это вот и Валентин Сручков, и Кене Филиппова, Мария Кривцова, да, конечно, Алина Александровна Находкина. Среди наших выпускников люди, которые продвигают уже нашу республику. Наверное, многие из вас знают Болота Бочкарева и его сайт известный, да, который рассказывает иностранцам о Якутии, он привозит, организует туры здесь. Это Вячеслав Местников, который тоже очень хорошо работает. Очень многие гиды, переводчики, которые работают с нашими гостями здесь, или которые выезжают с делегациями. Это выпускники, ну, и нашей кафедры, и других кафедр, конечно, и французы, и немцы, и восточники. Вообще переводчик, конечно, за рубежом – это очень высокооплачиваемая профессия. Например, мы сейчас переводим стихи венского поэта Михаила Колесова, сборник стихов, который называется «Мне снилось, я был снег». Но мы не смогли найти переводчика в Канаде, потому что там каждое слово отдельно оплачивается. Каждое слово оплачивается отдельно. Поэтому мы сами переводим, но будет канадский редактор, и сборник стихов выйдет на французском языке уже в Квебеке, в Канаде. Это высокооплачиваемый труд. И это вообще интеллектуальный очень труд. Интеллектуальный труд это очень сложно переключаться с языка на язык. Синтаксисы разные у языков, да. Ну, я уже коннотации разные, да. Да. Можно сказать что-то и ненароком обидеть человека. Культурные реалии разные стоят. Это все надо мгновенно как бы, вспоминать про это, какие-то операции проделывать мыслительные, очень сложно. Ну вот переводческой кафедре, конечно, очень повезло в том, что они только создались в 93 году, а в 94 году мы выиграли вот этот большой грант «Европейский темпус», и поэтому первые преподаватели, первые студенты этой кафедры перевода, они прошли очень хорошую профессиональную подготовку, стажировку в университете Страсбурга. Университет, который так и называется Институт устных и письменных переводчиков. Это институт, который готовит переводчиков для Европарламента. Поэтому, конечно, мы сразу задали очень высокую планку. Потом у нас была летняя школа перевода, куда приезжали из Москвы самые известные переводчики, синхронисты и переводчики художественных текстов. И буквально в эти же годы мы стали членами Союза переводчиков России. Поэтому это, конечно же, большое везение, когда складывается таким образом несколько обстоятельств, которые работают на качество. Я с уверенностью могу сказать, что Якутия может гордиться своими переводчиками, да, потому что, в силу своей работы я тоже общалась с руководителями служб перевода Олимпийских игр в Сочи, зимних международных спортивных игр Дети Азии, где вот наши переводчики, они тоже принимали участие, и вообще не каждый регион Российской Федерации, он может гордиться тем, что у него есть высококлассные переводчики, и особенно переводчики-синхронисты. То есть обычно их привозят на какие-то мероприятия. Да, а у нас это регион делает самостоятельно, благодаря тому, что у нас есть вот ИСФИР, ФИЯ, да, выпускники. И я бы хотела к вам обратиться для того, чтобы, может быть, вы сказали пару слов нашим радиослушателям, слова пожелания. Я хотела бы, во-первых, поблагодарить всех своих учителей, всех своих преподавателей и поздравить всех своих коллег, своих выпускников, тоже преподавателей, наших ветеранов в преддверии нашего юбилея. Пожелать всем хорошего настроения. Я тоже хочу поблагодарить и Людмилу Сафроновну, потому что это был декан факультета в те годы, когда я училась студентом. Ольгу Алексеевну за то, что это мой директор, который руководит нами сейчас, всех наших преподавателей, которые меня учили, своих коллег. Хочу поздравить и студентов с этим юбилеем. Я думаю, что им тоже надо
знать нашу историю. И я рада, что юбилей – это очередной повод, чтобы мы все поняли, какое важное дело начал Аполлоний Иннокентьевич 50 лет назад. И вот то, что мы сейчас имеем, и всех, и учителей, и на самом деле то, что республика открывается миру, в этом немалая заслуга нашего факультета, института. Еще раз поздравляю всех вас с юбилеем и тех, кто слышит нас сегодня, выпускников, преподавателей, всех, кто как-то связан с факультетом, и удачи вам. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях были директор Института зарубежной филологии и регионоведения, доктор филологических наук Ольга Алексеевна Мельничук, декан факультета иностранных языков 94-2004 годов Людмила Сафроновна Заморщикова, Софья Владимировна Холмогорова, старший преподаватель кафедры перевода, и Евгения Тимофеева, студентка 4-го курса кафедры восточных языков и страноведения. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова.